Посетить очередную выставку пришли не только взрослые, но и дети, будущие художники. Мила Азиева свои картины пишет уже давно. Творчество свое оценивает положительно. Из-под ее кисти выходят горы, пейзажи и натюрморты. Эта выставка очень понравилась, особенно вот эти картины с горами мне очень понравились. Ведь там тени хорошо проработаны, очень реалистично все смотрится. Маслом тут все хорошо проработано. Выставка красивая. И я обычно, тут часто бываю, и вот эти выставки из Дагестана, там я раньше не видела, очень красивые картины, мне не нравятся. И вот эти яркие, где там разные цвета используются, там фантазия художника хорошая показывается. Большинство картин на выставке сопровождается поэзией и связано с творчеством Расула Гамзатова, одного из самых известных кавказских поэтов 20 века. Всю свою жизнь автор посвятил народному творчеству. Он воспевал все то, что нам близко, то, что нас волнует. Это, конечно, семья, очаг, это любовь к родине, нашей гордой родине, это образ матери, это, конечно, красота, скромность горяна. И поэт умел это, так сказать, просто, в то же время очень глубоко в такой тональности, которой мы не умеем выражать свои чувства. Поэтому, когда мы читаем Расула, у нас, конечно, как говорится, дрожь по телу. Многим он запомнился такими произведениями, как «О родине», «Журавли», «Берегите друзей» и сборником «Целую руки матерей». Перед нами изображение родителей Расула Гамзатова, и мы видим, какое тепло и любовь этих людей вдохновляла на жизнь. Хотя и не принято в горах у горцев выражать какие-то такие теплые чувства на людях, но тем не менее в взгляде, обращенном друг к другу, мы это читаем и видим. Картина «Мой дом» из серии «Моя семья» написана тушью и пером дагестанским художником Салават Салаватовым. Графических произведений здесь около 20. Самостоятельно созданные работы, представленные на этой выставке, удивительным образом они переплетаются и сочетаются с теми авторами, и с теми героями, с теми чувствами, которые в своих произведениях, в своих стихах воспевал Расул Гамзатов. К сожалению, наш выставочный зал не смог вместить всю коллекцию, потому что выставка намного больше, шире, и сегодня зрители увидят только половину этой выставки, и мы надеемся, что это мероприятие найдет отклик у наших зрителей. Кроме графики, тут также представлены несколько портретных и 27 живописных работ художников. Я бы хотел несколько слов буквально о работе Акуваева Эдуарда сказать. Она мне очень понравилась, мне вообще нравятся пейзажи, я сам пейзажист в основном. Дорога, она, наверное, ведет в дом, в тот край, в котором жили когда-то предки. И эта дорога, зной, мы видим, горная дорога, которая устремляется куда-то в вершину, не спадая вниз, лентой куда-то вьется, и просторы, бескрайние просторы, которые очень правильно прописаны, детализация, ощущение воздуха, света, все здесь есть. Поэтому очень нравится мне его работа, как и портреты, которые сегодня здесь представлены. Особенно присутствующих удивили работы акварелью, прекрасной техникой и виртуозностью кисти. Не всякий знает, что такое техника акварели. Я как художник скажу, в масле, если ошибся, там можно мазок на мазок нанести и исправить. В гуаши то же самое. А вот акварель, если там ошибся художник, хоть черточкой, то эту работу не исправишь, ее только выбрасывать. Вот я смотрю на этот портрет девушки с кувшином. Я не знаю, я не успел посмотреть название этой работы. В нем есть эта неповторимая тонкость молодости, кокетство девушки, ее взгляд, ее движение, как она этот кувшин держит, как она осанку свою держит. Это просто удивительно, как этот художник сумел передать характер и дух молодости в этом портрете. Всего в музее представлены свыше 20 авторов разных поколений, как советского периода – Курбанова, Шабанова, Власовой, так и современных мастеров – Кагирова, Савельевой и многих других. Очень хочется, чтобы зрителей было больше. И зритель, как правило, чтобы он приходил практически один и тот же. Потому что это очень важно. Почему один и тот же? Потому что он является ценителем данного вида искусств, элитарного, между прочим, вида изобразительных искусств. Я желаю мира и процветания дагестанскому народу, художникам желаю неиссякаемого вдохновения, ярких достижений во благо малого народа
большого Дагестана и целой России. А того же самого желаю и нашему народу. Выставка продлится до 10 сентября. Такие красочные встречи организаторы планируют проводить ежегодно. Дополнять ее будут не только художественные, но и произведения декоративно-прикладного искусства. Макка Дударова, Милана Хамчиева, Магомед Даскиев, Новости 24.